При этом Лукашенко считает, что вопросы урегулирования противостояния на Украине должны решаться конфликтующими сторонами, а не где-то в Западной Европе. Недопустимо, когда вопросы животрепещущие, которые касаются такой страны, как Украина, решаются где-то далеко, не то в Берлине, не то в Милане. Тогда встает вопрос, чего к нам обращаться по другим вопросам, экономическим, политическим, дипломатическим. Надо их, наверное, решать там, в Берлине или в Милане. Сказано это было на саммите Совета глав государств СНГ, старейшего на постсоветском пространстве содружества, созданного 23 года назад как альтернатива распавшемуся СССР. В дальнейшем и на этой встрече, и начавшейся позже встрече Евразийского союза, речь шла уже исключительно об экономике, но все равно с украинским уклоном. Выяснилось, что решение о подписании Украины и Молдавии соглашения об ассоциации с Евросоюзом беспокоит не только Россию, но и остальные страны СНГ, входящие в зону свободной торговли. Мы никогда не были противниками сближения с Евросоюзом и сами хотим сближаться. Вопрос в условиях нашего сотрудничества. Так Путин прокомментировал заявление молдавского президента, сказавшего, что из-за введенного нашей страной эмбарго Молдавия практически полностью потеряла весь свой рынок продовольствия, ведь в Россию уходило до 80% ее продукции. Проблемы создаются не в связи с ответными и защитными мерами Российской Федерации, а в связи с тем, что наши партнеры не считают нужным своевременно, открыто, полноформатно, предметно и профессионально обсуждать все риски, которые возникают для российской экономики и для других стран Содружества в связи с действием норм зон свободной торговли после присоединения наших коллег к другим торгово-экономическим объединениям. И если бы мы это делали своевременно, то не было бы никаких проблем. Вот это касается